Здравствуйте! Депутаты Окружного совета Якутска во вторник собрались на свою очередную, но тем не менее 50-ю по счету сессию. Вместе с ними в работе сессии приняли участие также несколько депутатов Госсобрания нашей республики во главе со своим спикером Нюргуном Тимофеевым. Несмотря на такое, я бы сказал, необычное совпадение двух событий в течение этой сессии, она все-таки не превратилась в праздную говорильню. Но подробности сразу после рассказа о наиболее значимых событиях дня. Здравствуйте. Накануне в Якутске завершился отопительный сезон. Социальные объекты все еще с теплом, а вот жилье и офисы подача тепла прекращена. А между тем, как сообщает компания «Якутскэнерго», тепло для жителей столицы республики еще не потеряно ведь. Энергетики могут продлить сезон по заявке управляющих компаний. Совершенно верно, и причем стоить эта услуга горожанам совершенно ничего не будет, потому что ведь за тепло мы платим равномерно в течение всего года. Накануне к причалу Житайской нефтебазы пришвартовался первый танкер из Усть-Кута. Хотя кромка ледохода прошла Якутск и ушла на север, к Якутску танкер смог подойти только при помощи ледокола. Причина в ледовой перемычке. Она образовалась примерно в 20 километрах выше по течению от Максагалоха. Ледоколу понадобилось около 2 суток, чтобы разрушить ледовую преграду и дать путь судам. Да, серьезная преграда была. Ну а вот тем временем в Татте паводок продолжается. Без малого 900 построек здесь остаются по-прежнему подтопленным. И в результате этого по родственникам, по знакомым, а также в эвакопунктах находится примерно 3000 жителей. Кинотеатр «Центральный» объявил о невиданном кассовом успехе якутской комедии «Каскил». За 2 с небольшим недели зрители оставили в кассе кинотеатра 500 тысяч рублей. Никогда прежде якутская кинопродукция не пользовалась таким бешеным успехом. Воодушевленные продюсеры решили прокатить этот фильм и по улусам. Депутаты Окружного совета Якутска во вторник собрались на очередную 50-ю по счету сессию. В работе принимали участие также депутаты Госсобрания республики во главе со своим спикером Нюргуном Тимофеевым. Два этих обстоятельства, однако, не превратили сессию в праздную говорильню. Об этом сразу же попросил депутатов председатель Горсовета. Сразу говорю, что особых торжеств по этому случаю не запланировано. Акцент мы делаем не на цифре 50, а на слове «очередная». Тем не менее, хотелось бы вкратце, буквально в 2 словах подвести, так сказать, промежуточные итоги деятельности первого в современной истории столицы республики представительного органа местного самоуправления города Якутска. Если вдуматься в хронологию тех событий, которые происходили на наших сессиях, начиная с самой первой, состоявшейся теперь уже в далеком январе 2003 года, то мы увидим, что мы действительно прошли очень большой путь. Путь, который точно не был усыпан розами. Я не помню ни одной нашей сессии, которую можно было бы назвать проходной в полном смысле этого слова. На каждой из нашей сессии нам приходилось обсуждать самые острейшие, самые злободневные вопросы жизни нашего Якутска, сообща искать оптимальное решение копившихся десятилетиями городских проблем. Именно благодаря этому нам, я считаю, есть чем уже сегодня отчитаться перед своими избирателями. Ведь это наш коллега, ныне, к сожалению, покойный Александр Николаевич Щербаков, первым принципиально поднял вопрос о необходимости расчета по долговым обязательствам администрации города Якутска по квартирам перед жителями города. Результат всем известен. Проблема наконец-то сдвинулась с мертвой точки и сегодня успешно решается. Это наш созыв совместно с окружной администрацией впервые за многие годы принял муниципальную целевую программу строительства жилья для бюджетников и работников ЖКХ. Уже сотни наших горожан справились за последние годы новоселье. И еще несколько сотен справят его в этом юбилейном для нашего города году. Это мы, именно наш созыв, впервые вел практику определения бюджетных приоритетов, благодаря чему в городе начали решаться сразу несколько застарелых проблем, таких как реконструкция и ремонт дорог, водоотведение, благоустройство и так далее. Я думаю, что именно благодаря активной жизненной позиции каждого депутата, благодаря тому, что на наших сессиях мы открыто и гласно обсуждаем самые острые городские проблемы, мы, может быть, незаметно для себя подняли на новую высоту авторитет как окружного совета, так и всей городской власти в целом. Я благодарен каждому из вас, дорогие коллеги,
И уверен, что каждый из нас будет и дальше достойно нести высокое звание депутата окружного совета города Якутска. Выступивший следом спикер Госсобрания Республики не предложил, но намекнул своим городским коллегам, что неплохо бы решить в конце концов и постыдную проблему ветхого жилья, и поделился своими впечатлениями от ее решения в Казани. Полпред Камиль Исхаков, экс-мэр столицы Татарии, видимо, насмотревшись на наши города и устав от вечных жалоб чиновников на нищету, повез туда дальневосточных чиновников, дабы научить их искать деньги не только в бюджете. Но то, что за эти годы сделано в Казани, это, конечно, впечатляет. Это нет слов. Как они решили вопрос по ветхому жилью? Они, скажем так, где-то в центре города они исключили, избавились от ветхого жилья как класс. Для этого, конечно, они в свое время воспользовались, когда были времена, это произошло где-то в течение 7-8 лет, они сделали. Напомню, что республиканские парламентарии пришли на городскую сессию не на экскурсию, а для того, чтобы набраться впечатлений накануне обсуждения программы социально-экономического развития Якутска. Верится, что и предложение спикера, и запал, с которым выступили на сессии депутаты, отразится на этой программе. Тем временем на городской сессии обсуждены почти 30 вопросов повестки. В разделе «Разное» скромно значился вопрос о реорганизации городских школ. Для того, чтобы в условиях нормативно-бюджетного финансирования и обеспечения качественного образования наши школы, скажем, выжили и действительно давали высокий уровень образования, мы вынуждены ряд средних школ реорганизовать в основные школы. Это будет переход поэтапный. В этом году мы планируем пока, скажем, не набирать 10 классы. Ребята заканчивают 11 класс, то есть школа еще пока существует как средняя, а в основном этот переход будет осуществлен в 2008 и где-то в 2009 году. О каких школах идет речь? Пока речь идет о таких школах. Средняя школа номер 4, номер 11, номер 19. То есть они 9-летками станут? Да, они станут со временем, через 2-3 года они станут основными школами. Это связано с тем, что в этих школах очень маленькая наполняемость классов, и в том числе, вообще в целом по школе, и в том числе по старшим классам. И, небольшое, то есть по одному классу находится в каждом параллели у нас 1 10, 1 11. На сегодняшний день одно из требований перехода на нормативно-бюджетное финансирование, обеспечение профильного образования в старшей школе, наличие 3-4 старших классов в каждой параллели. То есть по России такие требования, о 4 классах идет речь, 4 10, 4 11. У нас в республике все-таки таких школ не очень много, и пока идет речь о 3 классах. А вы как-то продумали, каким образом будут получать среднее образование дети, которые по району должны были в эти школы ходить? Дело в том, что, в общем-то, в микрорайонах этих школ находятся другие средние школы, которые тоже так же с трудом, скажем, набирают 2-3, допустим, 10 класса, да, и там, где школы находятся, например, далеко, это, допустим, 19-я школа, за счет муниципального учреждения детские автобусы мы будем обеспечивать подвоз детей в те школы, которые они выберут для поступления в 10 класс. Кроме этого, речь идет о том, что действительно, например, если в школе 1 класс, он не может обеспечить, скажем, наличие определенных профилей. То есть это только общеобразовательный класс. А сегодня, говоря о школе 3-й ступени, о старшей школе, мы в первую очередь, конечно, должны говорить о качественном образовании и о предоставлении выбора для наших учащихся, то есть для предоставления разных профилей в таких школах. Это возможно только когда много классов? Это возможно только когда много параллелей, да. Может быть, со временем вообще у нас будут в школе, в городе школа 1-й ступени, школа 2-й ступени, скажем, и школа 3-й ступени, которая будет заниматься только профильным образованием для учащихся 3-й ступени. У городских депутатов нынешнего созыва полномочия истекают менее чем через 1 год. Наверняка многие из них уже сегодня задумываются о своей будущей политической карьере. Не исключено в составе окружного совета Якутска. На такие мысли размышления наводит то, что буквально накануне 21 числа 10 депутатов, членов партии «Единая Россия», образовали фракцию в окружном совете. К ним примкнуло еще в качестве сочувствующих 3 депутатов. Можно довольно смело предположить, что все эти 13 депутатов намерены
продолжить работу в будущем составе окружного совета. Ну, строго говоря, ничего плохого-то в этом нет, то, что они начинают готовиться так заранее к будущей избирательной кампании. Но я так все-таки думаю, что в интересах всех горожан, чтобы наши депутаты городские, по крайней мере, не увлекались политикой, а больше делали дело. Потому что нам с вами нужны все-таки результаты, а не речи. На сегодня все. Встретимся завтра. Всего доброго.